Господа, сегодня пятница и пятничный культ посева с Аликом Каном. Обзор культурных событий недели. Алик, что вы нам сегодня принесли, как говорится, в культурном клюве? Ну, начнем мы, наверное, с громкой театральной премьеры, которая прошла только что в Лондоне. Но прежде чем я начну рассказывать, собственно, о спектакле, давайте послушаем фрагмент его трейлера. Oppenheimer is the story of the people who built the first atomic bomb, the first nuclear weapon. And one man, J. Robert Oppenheimer, an American scientist, realized that with the right resources and the right people, he could build an atomic bomb. In my mind, I can picture a uranium device. I can picture its components. Это что, про Оппенгеймера спектакль? Да, все вы правильно уловили. Ну, для человека, хорошо знающего английский язык, конечно, это не так трудно. Действительно, спектакль о Роберте Оппенгеймере, изобретателе атомной бомбы. Спектакль так и называется, очень просто, «Оппенгеймер». Поставил его Королевский шекспировский театр, ну, Royal Shakespeare Company, так называется по-английски, тот самый, который находится в Стрэтфорде-на-Эвоне, на родине Шекспира. Это, конечно, один из самых авторитетных, уважаемых и лучших, безусловно, театров страны, но вот он находится на родине Шекспира. И, как правило, желающие ознакомиться с его премьерами должны ездить туда, в Стрэтфорд-на-Эвон. Я сам не раз совершал такого рода путешествия. А на сей раз спектакль привезли в Лондон. Алик, ведь проект, этот манхэттенский проект по созданию атомной бомбы, там были тысячи ученых. Оппенгеймер был один из научных руководителей. Безусловно. Как да. на сцене удалось это воссоздать? Это массовость. Тысячи, не тысячи, но десятки людей. Там спектакль довольно такой густонаселенный. Ну вот посмотрите хотя бы, это первая музыка, с которой начался трейлер. Она, собственно, еще относится к эпизоду до самого манхэттенского проекта. И вот то, что мы видим сейчас, это вечеринка. Вечеринка с участием Роберта Оппенгеймера и его друзей. Сам Оппенгеймер вот здесь вот, а это его тогдашняя невеста. И эти люди, вот эта вот вечеринка, они все очень, как видите, здесь живые, музыка такая живая. Ну, джаз еще танцевать. Джаз, да, 30-е годы. Но что самое-то главное, все эти люди, они левые по убеждению. Да. Они практически, то есть многие из них просто коммунисты. Они члены Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки с партийными билетами в кармане. Они убежденные леваки. Но там, Алик, конечно, этническую сторону нельзя скидывать. Безусловно. Потому что там среди них много было евреев, которые тяготели, естественно, к левому политическому спектру. Но надо сказать, что не только евреи. Там среди них ведь много было тех людей, которые бежали из нацистской Германии или из других стран Европы, которые были оккупированы нацистами. И у них тоже были... То есть, понимаете, как только началась война, создание атомной бомбы, что сейчас считается оружием массового уничтожения, вообще одним из величайших зол, которое было для человечества, тогда это воспринималось как оружие для победы над Гитлером. Тем более, что ведь многие из этих людей, ученые, ядерщики, они знали, что подобного рода работы ведутся и в Германии. И для них было очень важно опередить Германию, сделать эту самую бомбу первой. Ну, вот здесь как бы сцена как раз вот, видите, между учеными, как они между собой, да, активно так дискутируют. Ну, а вот такая очень яркая фотография, сцена из спектакля уже во время испытания самой этой ядерной бомбы, видите, вот такая вот. И, конечно, вот этот вот момент, сначала момент вот этой идеологической борьбы, ведь в Соединенных Штатах Америки прекрасно понимали, что союз с Советским Союзом для победы над Гитлером – это временное явление, и эти коммунистические взгляды были большой проблемой для них. Вот это вот все это наслоение всех этих проблем, оно и, собственно, составляет содержание спектакля, на самом деле, крайне интересного. Ну и, как водится для Royal Shakespeare Company, Королевского шекспировского театра, прекрасно поставленного и прекрасно сыгранного. Там этот факт утечки информации, кражи секретов как-то поднимается? Да,
к Оппенгеймеру подходит человек и предлагает ему сотрудничество, коммунист, сотрудничество с российской разведкой, советской разведкой, передачу секретных данных. Сам Оппенгеймер отказывается, но, безусловно, какие-то люди такие были, это мы знаем. Да. И расследование это было, он открыто признавался, что к нему подходили, но он это дело не пошел. Понятно. С этим спектаклем мы разобрались тогда. С этим спектаклем мы разобрались. У нас теперь вторая история. Она, в общем, точно так же, как и эта, основана на реальных событиях. И точно так же мы сначала давайте послушаем трейлер. Это кинофильм. Послушаем трейлер. Here she is, my aunt. That's quite a painting. She was taken off the walls of our home by the Nazis. Since then, she's been hanging in Vienna. And now you'd like to be reunited. And then there's justice. I never thought I'd come back. Welcome to Vienna. Хелен Миррен замечательно делает легкий еврейский акцент. Хотя мы знаем, что она Миронова, что она Миронова русская, русачка по происхождению. Очень правильно, Сева, вы узнали голос Хелен Миррен. Ну, раз уж вы узнали голос Хелен Миррен, то я покажу фотографию Хелен Миррен во время Берлинского кинофестиваля, во время премьеры этого фильма. Это было несколько месяцев тому назад, во время премьеры фильма, о котором сейчас у нас пойдет с вами речь. Фильм называется «Woman in Gold» — «Женщина в золотом». И речь идет об одной из самых известных картин в истории мировой живописи. Вот эта картина в нашей, конечно, довольно убогой репродукции, распечатанной на цветном принтере. Это, конечно, совершенно невероятное произведение искусства. Портрет женщины, видите, и ее декольте, это выписано живописью. Но все остальное на этой репродукции увидеть невозможно. Это реальные листы тончайшего золота, которые художник Густав Климт наклеивал на полотно. Собственно, с этого и начинается фильм. Мы видим, как вот эти вот тонкие листы золота он наклеивал на холст. Все это происходило в 1925 году. Женщина, изображенная на этой картине, Адель Блох-Бауэр. Это ее портрет, представительница одного из самых богатых еврейских семейств в Австрии. Картина была сделана по заказу этого семейства. Этой семье принадлежала до 1938 года. Адель сама умерла, а в 1938 году, когда в Вену, в Австрию вошли нацисты, картина, разумеется, семья убежала, картина была национализирована и попала в Венский музей Бельведер. В 1998 году в Австрии принят закон о возможности реституции. Одна единственная наследница, оставшаяся от этой семьи, жившая уже довольно старенькая женщина в Лос-Анджелесе, Мария Альтман, племянница этой самой Адель, как раз которую играет Хелен Миррен. Вот она в молодости со своим мужем, они сбежали из Австрии, а вот уже она в исполнении Хелен Миррен вместе с молодым человеком, адвокатом, который ей помогает. Кстати, адвокат — внук знаменитого великого австрийского композитора Арнольда Шенберга. И вот они начинают длительный, тяжелый, мучительный, растянувшийся на многие годы судебный процесс с Австрийской республикой. Для Австрии эта картина, она называлась «Австрийская Мона Лиза». Это самое знаменитое произведение живописи в Австрии. Открытки, сувениры. И в конце концов Мария Альтман получила у Австрии эту картину и еще несколько картин, продала ее за $135 миллионов. Той же Австрии? Нет, Австрия отказалась. Сначала короче говоря, нет. И картина сейчас находится в так называемой новой галерее в Нью-Йорке на постоянной экспозиции. Так и хочется сказать, ой-вей. Ой-вей, да. Господа, да, на этом наши культ посева заканчивается. Мы прощаемся с вами до следующей недели, до понедельника. Слушайте BBC в известное время, в известном месте. Пока желаю вам всего самого лучшего. Берегите себя на выходных. Счастливо. До встречи в эфире.